Он говорит, а не хочешь ли ты попасть в Припять, Чернобыль? Моя мечта. Вот, видите? Обидно, когда говорят, в тени живет, а ты уже втянул, да? Молдаванка и Тереса – это две улицы. Ёперный театр. Мама, за что вас я так люблю? Как там было? На привозе не был, но был на нудистских пляжах Одессы. Ты выбрал Ваша карта. Я вам не скажу за всю Одессу. Один, я совсем один. Счастье, где же ты? Ассаламу алейкум, друзья! Снимаем очередную серию нашего увлекательного сериала «Адам как один таджик проехал вокруг света на автомобиле». В нашей импровизированной студии, на самом деле это байкхаус, это гараж, где мы храним свои мотоциклы, как всегда собираются уникальные гости. Разрешите представить. Аки Дильшот Каримов, один из самых опытных туроператоров Таджикистана, один из самых первых, кто начинал и до сих пор, скажем так, работает не покладая сил. Сколько уже тысяч клиентов через вас прошли? Ну, не знаю, тысяч. Я могу сказать, что тысячи радостных сердец, глаз, которые уезжали после визита в нашу страну. Вот в этом, наверное, является радость твоей работы, которой ты занимаешься. И возможность показать нашу страну людям, которые приехали в Таджикистан, unknowable country, который, ну, как бы немного рекламировано в мире, но счастливые глаза и лица, когда люди уезжают, это, наверное, достоинство нашей работы. Это лучший показатель. Абсолютно, я думаю, да. Да, разрешите представить, Аки Алишер Примкулов, вы его знаете, его работы, его первоклассные работы мы видим везде, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, в соцсетях. То есть человек, любитель фотограф, который исходил все фаны, исходил весь Таджикистан, сделал миллион красивейших фотографий нашей страны, и я знаю, что многие из этих фотографий ушли далеко, там, скажем так, в известные издания. Не скромничайте. Расскажите про себя. Доброго времени суток. Меня зовут Алишер. Очень рад присутствовать и участвовать в записи серии, о которой мы сегодня поговорим. Да, я фотограф-любитель. Любитель, потому что наличие профессиональной техники в профессиональном мире не дает права называться профессионалом, потому что профессионалом считается тот человек, который этой деятельностью себе зарабатывает на жизнь. Я зарабатываю на жизнь другой деятельностью, поэтому я и любитель. Странные люди-фотографы. И Алишер скромничает. Просто недавно приезжали ко мне мои близкие родственники, и они увидели фотографию, одну из фотографий Алишера, которую он снял после Рахш Рейс, оффроад рейса, который мы организовывали. И там была фотография, ну, то, что я за рулем, это ладно. И когда мы стояли на подиуме, когда нам вручали какие-то призы, и уникальнейшая фотография, которая, говорит, она просто не мультяшная, она вот вживую сделана, красиво. И вот подбор цветов, подбор, я не знаю, выдержки, диафрагмы. Ну и поймать счастливые лица, особенно мое, это было зачетно. Спасибо, Алишер. Она висит у меня на самом почетном месте. Алишер, вы специалист, вы просто класс-мастер. Спасибо. Почему мы здесь все вместе собрались? На самом деле нас объединяет одно очень интереснейшее увлечение. Мы вместе ходим в горы. Вместе ездим. Ходим, больше ездим. Ну и ездим, иногда ходим, да, иногда ленимся, ездим. На самом деле мы любим горы, горы любят нас. Наша страна, она богата горами, она интересная, красивая, вот такая. Поэтому мы стараемся каждое свободное время, каждый уикенд просто проводить в горах. Вот Акидил, он наш, скажем так, самый главный советник. Он нам подсказывает, куда, зачем, почему, сколько километров. Он знает каждый камень знает его. Аки Алишер прекрасно готовит. Я скажу вам по секрету, вот такие блюда он нам делает. Огромное спасибо вам, ребят, пацаны. Спасибо. Свидимся еще. Давай! Вперед!
Молдавия. Я, когда выезжал с Румынии в Молдавию, на самом деле я в Молдавии тоже никогда не был. Я очень мало о ней слышал. То есть, как выходец из СССР, из Советского Союза, я знал, что Республика Молдавия входит в состав 15 республик да, великого могучего Советского. Советского Союза, да. На этом заканчивалось все, что я не знал. Больше не знал ничего. А еще знал, что у нее столица Кишинев. То есть, вот А с такими- вино? А? А вино? Молдавское вино? Ну, хотя да, в магазинах я встречал. Вот с таким скудным багажом, к моему сожалению, я въезжал в Молдавию. На самом деле Молдавия — это интересная страна, она красивая страна, она достойна уважения и достойна того, чтобы приехать ее посмотреть. Вот, я въехал в Кишинев. Это столица Молдавии. Что я видел? Ну, скажем так, по архитектуре Кишинев напомнил мне, наверное, Советский Союз, скажем так. Особо таких застроечных моментов я не увидел, там не увидел небоскребов или чего-нибудь такого, вах. Но близкое сердцу совковые здания, девятиэтажки, пятиэтажки, они были везде, и я себя чувствовал, в принципе, как дома. В Кишиневе я долго не был, меня встретил знакомый знакомого, который, в принципе, мне показал город. Но есть интересный момент. Недалеко от Кишинева есть интересный городок. Называется он Криков. Если вы слышали или нет, Криков — это, скажем так, бренд, марка видоводных изделий. То есть это градообразующий город, в котором в центре находится вот этот завод, огроменный завод по производству вин, водки, ликера и т.д. и т.п. А вокруг него построен город. Ну, естественно, как это было в Советском Союзе, люди, которые обслуживали этот завод. Что там интересного? Скажу вам так, то что этот завод, на самом деле он здоровенный, он знаменит своими подвалами. Есть такая даже аббревиатура — подвалы Крикова. 150 километров штолен — это и есть подвалы Крикова. Всегда там температура 13 градусов. Туда продаются интересные туры с дегустацией. И именно туда я и направил колеса своей автомашины. Всем привет! Нахожусь в очень таком значимом месте для Молдовы. Это тот самый знаменитый завод Крикова. Многие, наверное, видели вино с этикеткой Крикова. Так вот, сейчас у нас будет экскурсия. Мы пройдемся по знаменитым подвалам Криковского завода и посмотрим большую-большую коллекцию вин с дегустацией. Группа молдавских виноделов решила проэкспериментировать. И была завезена первая партия вина. В ходе эксперимента было обнаружено, что вино здесь не только теряет, но и приобретает свои уникальные, неповторимые ноты, ароматы. Поэтому в 1952 году официально была основана Криковская винодельня.
светло-соломенный оттенок. Сделайте несколько вращательных движений. Это называется аэрация. Вы насыщаете бокал кислородом, оно начинает ярко звучать, открываться. Вдохните аромат. Чувствуется яркие фруктовые ноты. Сделайте небольшой глоток, втягивайте вино, задержите напиток минимум 4 секунды, максимально 10. Фарик забыл об одной интересной вещи, потому что со времен Союза действительно я тоже не был никогда в Кишиневе, но помним такой фильм «В бой идут одни старики», да? Слышал. И там была такая песня. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. А вот, наверное, градообразующий вот этот Криков, да? Вот, наверное, там нужно было поставить монумент смуглянки-молдаванки, которая собирает виноград. И расскажи мне, пожалуйста, вот про молдаванских девчонок. Вот они действительно смуглянки, блин. О, какой вопрос с подковыркой. Ну, чуть-чуть оттенок кожи есть, чуть-чуть смуглости есть в Молдавии. Она, скажем так, это, наверное, не смуглость, это какая-то бронзовость, наверное. Придает какой-то свой интересный колорит, очень интересный. Вот, не будем о женщинах. Ну, просто ладно, вот, то, что ты заехал с Румынии, да, вот, в общем-то, мы вот из истории, да, там знаем, есть в Румынии какие-то были, блин, страшные, чуть ли не это красная борода, или синяя борода, там, которые, блин, это... Граф Дракула. Граф Дракула, да. Трансильвания. И то, что вот румыны и молдаване, это, в общем-то, как-то у них оседлые цыгане. Есть вот Не, на самом деле цыгане, они живут обособленно, у них свои поселки, свои маленькие городки, они не Ну, их смешиваются. там много, да? Вот они... Я бы не сказал, что их много. На самом деле, этот момент был в прошлой серии в Румынии, я поднимал вопрос о цыган. Их не сказать там много. Их видно, они отличаются, они по-другому выглядят, по-другому одеваются, по-другому себя ведут. То есть в Молдавии, вот скажем, в Румынии я цыган видел, вот в Молдавии я не видел цыган. Вот такой парадокс. Ну, как-то вот так. Ладно, возвращаемся. Что интересного можно сказать о Кишиневе и о Крикове? Скажем так, эти города, архитектура этих городов очень интересная, она своеобразная. То есть все дома, большинство домов построены из камня. Это каменные дома, интересные. А камень откуда брали? Именно из-под земли. То есть эти штольни, это и есть тот самый рабочий материал, тот самый камень, из которых строили дома. Эти белые красивые дома, они построены из этих штолен. Я как-то попросил своего друга, и он мне сделал экскурсию. Мы заехали в штолен. Представляете, это огромный штолен. Внизу ты заезжаешь на машине и ездишь внутри по лабиринту. И штолен, это интересно, и эти огромные белые камни, они вырезаются, специальная технология выводится, и наверху уже строятся красивые дома. Вот такая вот интересная вещь про Криков, про Кишинев. Вот это вход в шахты. Ого. Так. Да, это Ничего себе. Там криковские подвалы, там один, максимум два уступа, а здесь у меня 4 уступа. Высокие потолки. Да. Так, мы сейчас находимся в шахтах, где добывается Где-то камень. добывается известняковый камень, натуральный камень, где строятся, из него строятся дома высотные. Здесь постоянная температура 13-14 градусов. Влажность от 90 до 99. Да, есть. Целый лабиринт. Да, видишь? Сейчас я вам покажу. Это здесь снято 4 уступа. А как это держится? Объясню, как все это держится. Значит, вот эта бригада из 3 человек, которые пилят вот этот котелец. Вот этот, значит, цикл работ вот этой конвейера. Пилится горизонталь сначала, потом поворачивается диски, пилится вертикаль. Делает здесь окошечко, и потом один диск снимается, и один переворачивается, и вот снимает. Вот этот цикл называется один цикл, один заход, который 4,5 куба. Примерно это марка 50 котельца, я не знаю, где вы ездите, в каких странах, но это у нас самый натуральный известняк, карбонат кальция, кальций СО3, где строится самый натуральный. Если так взять, у кого есть такие дома за границей, это считается куркули, бояре большие. То есть... А у нас это обыкновенный дом. это не роскошь. Это у нас обычай, это не роскошь.
То есть это тот камень, из которого строятся в основном все здания в Молдове, правильно? Да. Фархот, у меня есть вопрос по архитектуре. Так. В Молдове есть очень большой, я сейчас не знаю, но был, по крайней мере, до недавнего времени такой феномен, когда после развала Советского Союза у них образовался хаос в архитектуре и строительстве. Так. И там образовался такой феномен, когда можно было наблюдать на высотном доме этажном, где многоквартирные дома, наверху можно было на крыше наблюдать фазенду, построенный частный дом. То есть люди, которые не имели своего дома, они строили на крышах домов дома. И это очень распространенный, известный феномен. Вот видите, вот век живи, век учись. Я этого не видел, я не знал. Может, потому что не поднимался наверх, а ездил снизу. Но вот такого феномена не видел. Я видел в архитектуре именно старые постройки Советского Союза. Эти наши 9-этажки, 5-этажки. Иногда там были чуть повыше, если не ошибаюсь, там 18-этажки, если не ошибаюсь, они были. Но такого, что прям архитектура удивила меня, как в Румынии, там, не знаю, или как вот в городе Львове, украинском. Вот такого не было. То есть это не архитектурный город, скажем так. Наверное, так. Вот. Я побыл не так долго в Молдавии, если не ошибаюсь, я был там дня 4 или 5. То есть посмотрел все окрестности, поездил в Криков, поездил в небольшой город, посмотрел Штольни и тихо-тихо отправился дальше. Вот такое великолепное, доброе, интересное утро можно увидеть только в Бразилии, когда у тебя с рук едят дикие обезьянки. Ну, молдавцы, они считаются тоже гостеприимным народом, да? И как они в плане коммуникации, как они воспринимали как гостя? Скажем так, сложно что-то отметить. Гостеприимство, как в Узбекистане, как в Таджикистане, нет нигде, скажем так. Там, естественно, люди гостеприимные, но на свой уклад. Я не чувствовал там себя чужим, я не чувствовал какие-то там, не знаю, непонятные взгляды, хотя я внешне отделялся, конечно, видно, что турист туристом. Вот. Нельзя сказать, что меня там приглашали, заходи домой, делай, что хочешь. Ну, я не за этим ехал, скажем так. Такого прям гостеприимства, как в Узбекистане, в Таджикистане, такого там нет, и, наверное, нет нигде в мире, скажем так. То есть я выезжал с Молдавии, увидел границу, подъезжаю, а это односторонняя граница, то есть там стоит БТР, там это КПП, люди военные, я к ним подхожу, они говорят, да, вот туристу дын ставит печать, въезд в Приднестровье. Я говорю, а где молдавская печать, где КПП Молдавии? А ее нету. То есть, путешественники, имейте в виду, что вот такой интересный момент, когда вы выезжаете с Молдавии, Молдавия не поставила КПП, и поэтому у вас печати выезда не будет. Это отразилось на моем выезде из Приднестровья, въезда в Украину, но об этом будет чуть позже. К сожалению, вот такой момент меня коснулся. Ну, мне поставили печать въезда в Приднестровье, и я заехал туда. Заехал в Приднестровье, маленькая страна, очень интересная страна. Я скажу так, это музей, самый настоящий музей Советского Союза под открытым небом. Такого количества артефактов СССР я не видел нигде. Вот просто нигде. Представляете, вы въезжаете в 80-е годы Советского Союза, там, где везде дружба, братство, коммунизм. Монумент Сталина тебя там нигде не встречал? Там был монумент Ленина. Это важно. Очень Да, много. да. Не Сталина, Ленина. Очень много монументов Ленина. Ленин показывает нам путь везде. То есть это мне знакомо. Это мое детство прошло в Советском Союзе. Для меня это было очень тепло и интересно. Везде вот, знаете, видишь, Дом Советов. Представляете, Дом Советов. Это интересно. Флаги, серп и молот. То есть эти все наши лозунги, то, что у нас были вот в 80-х, 70-х годах, они все присутствуют. И люди живут вот в этом времени. То есть страна, скажем, остановилась в 80-х годах. Удивительно, очень удивительно. Я остановился, я разглядывал, ко мне подъехал мотоциклист, мы как-то разговорились, нашли общих знакомых, так как я езжу на мотоцикле, и понеслась. Меня мотобратья
за руки, за ноги взяла и поехала показывать город в лучшем свете. Ребята, вам огромное спасибо за гостеприимство, спасибо за ваше время, за вашу энергию и за кучу вин и ликеров, которые вы мне подарили. У меня в машине мест не было от них. Ребят, спасибо. Вот такая вот интересная страна. Что мы видели в Приднестровье? Мы поехали в город Бендера. Это интересный город. Знаменит он Бендерской крепостью. Она большая, интересная, красиво отреставрированная. То есть есть там один интересный маленький момент. Монумент, памятник барону Мюнхгаузену. Представляете, в Бендерах, это удивительно. Как? Причем барон Мюнхгаузен? Австрия, по-моему. И что он тут делает? И ребята говорят, нет, именно здесь барон Мюнхгаузен, а там монумент такой вот, ядро, и он на ядре, он на котором летал. Именно здесь, во время каких-то своих военных действий, он на этом ядре перелетал через реку, смотрел, где расположение противника, и на встречном ядре прилетел обратно. То есть, ну вот так, легенды. Притчи, Байки, легенды, но на самом деле место, говорит, да, именно здесь и было, и я поверил, честное слово, монумент же есть, надпись есть, табличка есть, все, значит, все правда. Вот. Побыл я в Бендерах полдня, мы походили, посмотрели, зашли в кафе, которое, по-моему, называется СССР, если не ошибаюсь, там все было именно в стиле СССР 80-х годов, везде висели пионерские лозунги, галстуки, все было стилизировано именно в Советском Союзе, в стиле Советского Союза. Это было интересно. Сидишь, еще берешь эти каши, берешь эти борщи, кушаешь. Все было как будто в 80-х годах. Интересный город, интересная страна. Есть что посмотреть. Есть свои трудности. Так как ребята, скажем так, страна не признанная, то у них проблемы с паспортами, у них проблемы с номерами автомобилей и мотоциклов. Я так спрашивал. Ребята пользуются, чтобы выехать куда-то на своих мотоциклах и машинах. Они меняют техпаспорта, меняют машины. То есть у них по несколько паспортов от разных государств. Это свои какие-то такие моменты, чтобы выезжать. То есть люди приноравливаются к этому, чтобы выезжать, смотреть мир. Они должны вот как-то выкручиваться, что ли. Ну, как-то выкручиваются. Вот такие интересные моменты. Так что, Приднестровье, спасибо за теплоту, за гостеприимство. Еду дальше. Особенно фишка этого ресторана, это когда тебе рубят палец, если не заплатишь. Я готов. Он, по-моему, не заплатил, да? Я пошел. О, блин, больно! Привет, Украина! Всем салам алейк, всем привет с Украины. Только что прошел границу Приднестровья и Украины, заехал на Украину. Ну, очень интересно, чем пахнет Украина, что это такое, с чем ее едят и все остальное. Наслышан очень сильно, но вот в реалити посмотреть самому очень интересно. Вот. А на границе прошел очень даже легко. Посмотрели машину, поставили штампики и сказали добро пожаловать. Так что рад, еду на Одессу, километров 60 до Одессы. Погода отличная, дороги так себе. Ну ничего, я уже привыкший. Так что привет, Украина, привет, Одесса, привет, Киев, привет, Львов. Вот такие пироги. Я рад, безумно рад. Кругосветка мы Таджики 5 продолжается. На спидометре у нас 15 тысяч километров. И фиг его знает, сколько дней уже еду. Что-то около там, не знаю, месяц и 20 дней, что ли. Я уже потерялся в днях, месяцах. Да и фиг. Все хорошо, едем. Чем знаменита Одесса? Во-первых, своим говором, скажем так. Да, потому что Одесса это кладезь, это сбор. Сотни лет собирались там русские, евреи. Это был торговый город, но прежде всего этот город знаменит одесскими евреями, которые умеют, им так шутят, что иногда, ой, мама, не горюй. Ну, одесский говор сначала дня 2-3 мне резал ухо, а потом, в принципе, я к нему привык. Потому что он интересный, он другой. Например, едешь по городу, даже в вывесках видишь, например, ресторан, видишь япончик, да, был такой персонаж, бандит в свое время. Едешь в ресторан, видишь маман, то есть у мамы. И даже местные на оперный театр говорят не оперный театр, а ёперный театр. И такое тоже есть. Вот такой городок, город-порт, скажем так, чем он был знаменит, с чего он начался? Он начался с порта. Потом к порту стали застраиваться застройки, постройки, и получился вот такой интересный, классный город.
привет с ночной Одессы. Хочу познакомить, это Игорь, мотоциклист, встретил меня здесь, катает на кабриолете по ночной Одессе. Пацаны, не поверите. Вот так подфартило. Всем салют. Прикольно, ты его позвал. А вот слева Маман. Кафе Маман называется. Маман. Ну, как у мамы, знаешь. Как дома у мамы. Приедешь, Маман. Вот. А вот это Сальери у нас. Вот. Кафе Сальери. Следующее вот еще какое-то. А вот это Моцарт у нас. Вот тоже Моцарт. Такой отельчик Моцарт. Пятизвездочный. Очень модный. Да, здесь. Вообще сегодня проходит, как оказывается, сегодня в городе проходит последний день фестиваля, кинофестиваля, международного фестиваля. Красные дорожки, красивые дамы бегают. Вот такая красивая. Вот сзади, обрати внимание еще, сними сзади, пожалуйста. Вот это оперный театр. Здорово, я тоже тебе хотел помахать. Вот, смотри, вот видишь, сзади оперный театр. Вот. Все, буду ждать, называется ёперный театр. Пересекаем сейчас улицу под названием Дерибасовская. Вон она идет красиво туда, вот сними, вот там очень красиво. Дерибасовская. Да, вот это вот туда уходит улица Дерибасовская, пишет. Так, едем по улице Дерибасовская, та самая знаменитая улица Одессы, по которой одесситы гуляют, есть куча ресторанчиков, молодежь гуляет. То есть попал примерно в самое сердце. Справа ресторан называется Амстердам. Сейчас мы его увидим. Вот он, ресторан Амстердам справа. Вижу. А слева у нас Венеция. О, а вот и Венеция. Да, тут у нас все. Нам никуда не надо уезжать. В Одессе есть все. Я остаюсь. Нету только театра Варьете. Я остаюсь. Красота. Именно по этой улице фашистов вели военнопленных, вели здесь со связанным такими всеми своими этим обмундированием, вели здесь колонну в сторону железнодорожного вокзала. И оттуда на бронепотемкинцы их отправили прямо в Германию. Вот. И вот здесь вот проходил парад, и вот здесь проходила вот эта вот улица, самая центральная в городе считается. Сейчас мы сворачиваем на улицу под названием Греческой. Помните, как в этом фильме «В греческом зале»? Так вот это про эту улицу. Вот это греческая улица, и на ней греческий зал. И сейчас мы будем проезжать, мы делаем временную паузу, сейчас мы будем проезжать ворота в Одесский морской порт. Вот. Одесса, город Одесса, когда вот было основание этого города, в основном оно происходило откуда? От порта, потому что это южные ворота были тогда, на Киевскую Русь, южные ворота. Поэтому вот эта улица, по которой мы сейчас едем, это первая улица в городе, которая идет непосредственно от порта. Следовательно, одна из первых улиц. И вот сейчас оператор покажет. Будьте любезны, оператор, покажите, пожалуйста. Слева, справа написано английским и русским буквами, написано Порт Одесса. Порт Одесса. Сейчас мы спустимся. Это порт Одесса грузовой. Сейчас мы едем в другой тоже на морвокзал, но уже пассажирский. Сейчас оттуда будет красивый вид, яхты и прекрасный кофе нас ждать. Игорь, еще раз спасибо за теплоту, за гостеприимство. Вот, ну что, Одесса. Я поселился в маленьком хостеле прямо в центре Одессы. Уже у меня был велосипед, то есть в Румынии я купил себе маленький раскладной велик. Я понял то, что на машине не всегда удобно передвигаться, то есть вот поставил машину и дальше уже на велике. И вот на этом раскладном велике я проехал в принципе полмира. Вот, у меня был маленький велик с собой, и я прям с хостела начинал ездить по всей Одессе, кататься, смотреть. Вот такой вот городок интересный. Много чего интересного посмотреть. Везде слышит этот одесский говор. Сначала у меня ухо резало, но потом я к нему привык. Было очень здорово, очень интересно. Ездил на набережную, купался в Черном море, проезжал в местах скопления, там были дома культуры, парки, развлечения, проезжал там. То есть Одесса оставила очень сильный след, скажем так, в моем путешествии. На привозе был? Привоз, напомните, я уже... А привоз это утренний рынок, куда рынок морепродуктов,
куда привозят все моряки, ну, привозили, по крайней мере, свежую рыбу, свежую там, я не знаю, какие-то моллюски. Ну, все, что отлавливали, они ночью, утром рано привозили, и это называлось привоз. Я же велик учись. На Да. привозе не был, потому что спать любил. Полные кефали в Одессу Костя привозил. Голос за кадром, это Акисабир напевает, тот человек Советского Союза, он напевает нам эту песню. Петушники вставали, когда в нушку он входил. И я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Ну и Молдаванка и Переса – это две улицы. На самом деле вот мы привыкли слушать, что это Молдаванки и Пересы – это две улицы. Улица Молдаванка и улица Переса. Все любили Костю моряка. Это так и есть. А еще, ну ладно, ты дальше рассказывай, а потом я тебе еще один маленький эпизод из одесской жизни расскажу. В свое время это был кафетерий.